Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елены Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Жаркий август. Сейчас стоит задуматься о том, как адаптироваться к новому климату, к новым реалиям. Какая погода нас ждет в ближайшую неделю и как уберечь себя от палящего солнца, расскажет Алия Хайрудинова. Горячая пора. Просыпаемся в 6 часов утра. Приезжаем на поле. На какие показатели уборочные вышли в Татарстане, узнал Дмитрий Аренин. Татарстан накопил большой опыт не только в лечении, но и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Наши коллеги смогли диагностировать то сердечно-сосудистое заболевание, которое, может быть, уже есть у пациента, либо есть факторы риска. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Гонка на пределе возможностей. Я любитель, никакой не профессионал. В общем, самоучка, и то, что я проплыл, я очень рад. Сегодня в Казани стартовали соревнования по триатлону. На празднике спорта и выносливости побывал Рамиль Галиулян. Татарстанцы вторую неделю изнывают от 30-градусной жары, а впереди еще третья. Август продолжает удивлять своими аномалиями и бьет температурные рекорды. Днем 33, ночами 25. Все это происки антициклона. Он навис над всей европейской частью России и блокирует поступление прохлады и дождей. Страдают все, жара отражается на здоровье татарстанцев. Количество обращений за помощью к врачам растет. Так сейчас один кардиолог в сутки принимает до 25 пациентов. Было до 17 человек. Как подготовить свой организм к погодным катаклизмам? Какой будет вторая половина августа? И снимем ли в этом году второй урожай? Алия Хайрудинова обо всем в деталях. Яблоко цветет 15 мая, мы так поем. А сейчас, наверное, можно петь «Яблоня цветет 10 августа». Один раз в год сады цветут, а вот и нет, яблони в цвету. Такой сюрприз ждал Миннура Шамсудинова в саду в последний месяц лета. Такого жители села Чита Пестричинского района никогда не видели. Хозяин уверен, если теплая погода продержится до конца августа, впору будет собирать второй урожай. Я удивился, конечно. С чем даже это не знаю. Может, вот весной дождей не было. Сейчас вот 2 недели назад дожди были. Были дожди, температура достаточно жарко. И вот поэтому, наверное, это, можно сказать, 2 раза урожай можно собирать. Пока яблоня второй раз радует белоснежными цветами, казанцы вторую неделю живут под палящим солнцем. В природе нет плохой погоды, зима зимой, а летом должно быть, на мой взгляд, из-за того, что нам дала природа, наш Всевышний, мы этому только радуемся. Я еще в положении, мне прям очень жарко. Я бы, конечно, не выходила бы, дома сидела бы, да, вот ребенок заставляет гулять. Лето, конечно, хорошее, август хороший. Еще бы июнь был такой, было бы вообще отлично. Спасаюсь на даче. И такая жара продержится еще 10 дней, прогнозируют синоптики. Сейчас Татарстан находится под воздействием сильного блокирующего антициклона. Он накрыл всю европейскую часть России. Именно он не дает прорваться к нам ливневым облакам и освежающему ветру. Такие температуры, превышающие 30-градусную отметку, в нашей полосе стандартные, они уже отмечались. И, конечно, рекордов достигнуто не было. Так, в 2010 году в эти дни столбики термометра днем показывали значение выше плюс 36 градусов. Таким образом, рекорда нет, однако это выраженная такая волна жары, и населению, конечно, стоит быть готовым к этому, и это может также негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. И жарких волн у нас будет все больше, говорят синоптики. Связывают это с глобальным потеплением. За последние десятилетия август потеплел более чем на 1 градус, что очень много. Напомню, что средний темп потепления в нашей полосе примерно 0,45 градусов на десятилетие. Август превышает этот показатель. В то же время август становится все более засушливым и засушливым. Таким образом, сейчас стоит задуматься о том, как адаптироваться к новому климату, к новым реалиям. По народному поверью, после 2 августа купаться уже запрещено, но жаркий август ломает все стереотипы. И сегодня на казанских пляжах люди отдыхают, купаются, загорают. Если бы даже, например, в сентябре стояла бы такая погода, я бы и в сентябре пришла бы и искупалась. Жаркий август был, наверное, лет 5 назад, я думаю, что-то такое.
нам нравится как раз отпуск. Я должна именно летом прогреться как следует, иначе я всю зиму буду болеть. Пока одни наслаждаются, другие опасаются. Жаркий август добавил заботы врачам. Каждый день с жалобами на давление и сердце один кардиолог принимает по 25 пациентов. Это на 5-10 человек больше, чем обычно. Нельзя употреблять холодную воду, лучше употреблять теплую водичку, отказаться от алкогольных напитков, от сладких газированных напитков, а также от напитков, которые содержат кофеин. Это крепкий черный чай и кофе. Такая жара влияет и на ситуацию на дорогах. Так духота на организм человека воздействует как алкоголь, говорят сотрудники ГИБДД. При воздействии высоких температур у водителя внимание быстро рассеивается, водитель быстро утомляется, появляется вялость и сонливость. Необходимо больше пить жидкости, носить свободную одежду и оставлять автомобиль в тени. Категорически запрещается оставлять в салоне автомобиля детей и животных. Жара жарой, но и она не вечна. В начале следующей недели синоптики обещают легкий ветерок. Нужно успеть насладиться летом, при этом помнить о своем здоровье. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань, Пестричинский район. Жаркая страда у аграриев. Сегодня они перешагнули рубеж в 2 миллиона тонн урожая. Комбайнеры обмолотили зерна более чем на половине площадей. Это значит, экватор уборочный пройден. Средняя урожайность 27 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это почти на 10 центнеров меньше. Как отмечают специалисты, на показатели негативно повлияли жара и засуха. Сейчас в основном идет жатва озимых, на которые засуха повлияла менее всего. Какие районы в лидерах по намолоту и какой урожай в итоге планируют собрать в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Автоматика, все. Жара жатве не помеха, говорят комбайнеры, особенно когда работа идет на современной технике. Как рассказывают аграрии, они просыпаются в 5 утра, 2 часа готовят технику и когда спадает роса, выходят в поле. Молотим до 8, до 9, как раз выйдет, комбайнер сразу видит, что барабан шумит. Сразу глушим, выгружаем, домой спать. Обед, ужин, как полагается. В этом хозяйстве Пестричинского района к уборочной приступили в конце июля. На сегодня обмолотили зерновые на половине площадей. Некоторых в начале и в конце колоска даже щуплые зерна. Уже видно, урожайность озимых лучше, чем у яровых. 32 центнера с гектара против 27. С учетом засухи это неплохой показатель. Погодные условия нас не баловали. Вот получается, у нас выпадение осадок наблюдалось это 5 мая в количестве 25 миллиметров. И уже вот после этого дождей у нас не было. В основном мы занимались внесением, подкормкой, корневой подкормкой и листовой подкормкой. Вот за счет этого мы добились такого урожая. По темпам, объему и урожайности пестричинцы среди районов идут в середняках. В полях работает более полусотни единиц техники. Сейчас почти завершили уборку озимых. Чтобы закончить работу в срок, предусмотрены меры поощрения. Комбайнеров премируют, также привлекают бригады из других регионов. С других регионов 5. Вот сегодня еще 2 приезжают. Потому что у них там уборочный кончился. Вчера было по 3 группам было награждение. Сертификаты и денежные премии выдавали. На сегодня в Татарстане аграрии собрали уже более 2 миллионов тонн зерна. Обмолочено более половины посевных площадей. Средняя урожайность 27 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это почти на 10 центнеров меньше. Селекционеры семенами очень хорошо работают. Уже подбирают такие семена, которые засухоустойчивые. Обработка почвы даже в такой засушливый год получаем такой хороший урожай. Сейчас по объему собранного урожая в лидерах Тетюши и Буинск. У них в закромах более 100 тысяч тонн зерна. По урожайности Тетюшский район также на 1-м месте. Высокие показатели в Кайбицах и Дрожжином. Даже в некоторых районах двухсменную работу работают. Вот мы каждый день потенциал работы наших комбайнов смотрим. Пока идем цифры 100% не можем сказать, но 99% идем прямо очень хорошо. В этом году, по прогнозам Минсельхоза, в республике планируют собрать чуть менее 4 миллионов тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона тонн меньше, чем в прошлом рекордном году. Сейчас важно, чтобы погода опять не подкачала и не помешала завершить уборочную. Дмитрий Аринин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Татарстан.
Новый урожай аграрии привезут в города уже через месяц. В Татарстане осенние ярмарки стартуют 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Закупиться фермерской продукцией по доступным ценам можно будет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. В столице торговлю организуют на 14 площадках в Советском, Московском, Авиастроительном, Приволжском, Вахитовском и Новосавиновском районах, а также в Салават-Кубере. В эту жару быть предельно внимательными к своему здоровью советуют врачи. Многие пожилые пациенты сейчас прямо с огорода оказываются в больничной палате. Медики призывают татарстанцев соблюдать здоровый образ жизни. Это наполовину снижает смертность от болезней сердца. Сейчас каждый второй случай смерти в Татарстане связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Число инфарктов и инсультов по количеству сравнимо с онкологией. Болезнями сердца страдают не только пожилые, но и молодежь. Кто в группе риска и как уберечь сердце, расскажет Сирина Васильева. Как ваше самочувствие сегодня? Лучше, чем при поступлении. 59-летнего Равиля Шакурова в 7-ю горбольницу Казани привезли из травмпункта. Неделю назад пенсионер поранил ногу болгаркой. Уже в отделе травматологии его самочувствие резко ухудшилось. Появились боли в груди. Это был инфаркт. Ни с того ни с сего такое ощущение, как будто очень тяжелую гирю на грудь положили. Температура с 36 упала до 35. И весь мокрый был, как будто я вот только что с речки вышел. Моментально среагировали, в течение часа привезли сюда, сделали операцию на сердце и спасли меня. Сейчас за пациентом следят как травматологи, так и кардиологи. Ежедневно ставят капельницы с разжижающими кровь и снижающими холестерин препаратами. Это признаки длительного курения повлияли, это длительный стаж гипертонии, который у него был. То есть со временем просто эта бляшечка была, она постепенно, стеноз увеличивался, и на фоне, по-видимому, стресса он закрылся. Ежегодно 7-я горбольница Казани принимает порядка 100 тысяч пациентов. Более 5 тысяч из них обращаются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому кардиослужба больницы работает в режиме нон-стоп. Достаточно ровный поток на протяжении последних лет. Но тут внес в лепту ковид. После ковида пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в частности с острым инфарктом миокарда, стало больше. Инфаркт, к сожалению, молодеет. Бывают и 30-летние, и 40-летние пациенты. По данным Минздрава, инфаркты и инсульты – самые частые причины смертности в республике наряду с онкологией. Сейчас болезнь системы кровообращения зафиксирована более чем у миллиона татарстанцев. Как говорят врачи, благодаря полезным привычкам снизить сердечно-сосудистую смертность можно до 36%. Это отказ от курения, алкоголя, полноценный сон и правильное восприятие стрессовых ситуаций. Особенно полезным являются вот такие пешие прогулки на свежем воздухе. Один из главных факторов риска развития болезни сердца – лишний вес. Поэтому важно соблюдать сбалансированное питание. 4-5 раз в день прием пищи. Небольшими порциями, часто небольшими порциями. Разнообразие. С каждым приемом пищи должно быть овощи или фрукты. Да? Желательно рыба. Желательно сухофрукты. В республике реализуется множество программ, направленных на раннюю диагностику заболеваний сердца. Это общая и углубленная диспансеризация, мобильные поликлиники. У нас есть уникальные практики на территории республики. Одна из служб, которые существуют у нас в Татарстане, это Центр липидологии взрослых и Центр липидологии для детей. Мы работаем в сотрудничестве и активно выявляем пациентов с особыми сложными вариантами нарушения липидного обмена, что в перспективе может привести к атеросклерозу и к различным рода осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Давящая, жгучая и сжимающая боль – первые симптомы заболевания сердца. При них медлить нельзя ни минуты. Кардиологи советуют сразу же вызывать скорую. Сирина Васильева, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Режим тишины и запрет на самовыгул. Татарстан утвердил требования к содержанию домашних животных. Когда лаять можно, а когда собачий вой нарушает закон, читайте в интернет-газете «Реальное время». За проявленную отвагу, стойкость и самоотверженность на СВО наш земляк-герой из Альметьевска Александр получил орден мужества. Государственную награду бойцу вручил лично министр обороны Сергей Шойгу. Орден он получил непосредственно в зоне проведения спецоперации.
Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы рассказываем о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. На этот раз покажем, как мишенью снова стал Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о смерти мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району, а также гибели 3 человек при обстреле Петровского. Среди погибших 4-летняя девочка. Кадры с последствиями удара опубликовали «Известия». Для защиты мирных жителей Россия продолжает спецоперацию, потому что мы своих не бросаем. Если вы хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Вся подробная информация есть на сайте Герои Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкомате по месту жительства. Мы продолжаем специальную рубрику «Наши герои». В ней рассказываем о татарстанцах, которые отдали жизни ради защиты жителей Донбасса и нашей страны на специальной военной операции. Следующий репортаж в память о жителе Елабуги Рамиле Шабурове. Ему было 47 лет. На СВО он отправился добровольцем. Говорил коротко: если сегодня не пойдем мы, то завтра к нам придут они. Смелым, мужественным и надежным его называли и дома, и на передовой. Об этом нам рассказали его самые близкие. Он мне звонил и говорил: я иду первый в колонне. Я говорю: ну, ты зачем так делаешь? Он говорит: ну, так надо. Так он говорил всегда. На линию соприкосновения Рамиль Шабуров отправился 16 мая прошлого года добровольцем. Десантник с боевым опытом участвовал во второй чеченской кампании. Он понимал, что может помочь защитить и мирных жителей Донбасса, и свою страну. Он всегда говорил: если я сейчас не пойду, то это все придет сюда. Он очень любил свою семью, он очень любил детей и очень переживал за то, что с нами что-то случится. И он сделал этот выбор, пошел на этот шаг, чтобы как-то хотя бы обезопасить нас. Как позже рассказали сослуживцы, после взятия одного из населенных пунктов колонна наших бойцов выдвинулась дальше. Машина Рамиля Шабурова была первой. Когда начался артобстрел, первый снаряд попал в нее. Вместо того, чтобы спасать себя, Рамиль Шабуров начал вытаскивать тех, кто был внутри. Второй снаряд стал смертельным. Раньше ты папу слушался, теперь меня слушаешься. Огромный алабай по кличке Акбар легко подчиняется командам Амалии, младшей дочки Рамиля Шабурова. Он с детства учил ее никого не бояться, а только любить. Храбрым, смелым, всегда любил всех. Никогда ни в ком не искал недостатков. Вон там вот у нас был, мангал. Вот. Папа жарил картошку. Вот, и все село сбежало, чтобы покушать картошку. На все село пахло. Там сбежали все мои друзья, все сбежались. Вообще очень весело было. Вот это берет Рамиля, моего сына. Он служил в ВДВ. О том, что Рамиль Шабуров решил отправиться на СВО, знала только супруга и брат. Маму Рамиль берег как мог. Я ведь думала, что он уехал в командировку. Для меня мой Рамиль – герой, ведь он знал, что его ждет. Он прошел Чечню, понимал, что такое быть на передовой, но не побоялся. Пошел. Сейчас близкие на доме, где прошла юность Рамиля, установили мемориальную доску. Герой, как друг, который помогает всегда. Он говорил, как бы ни было тяжело, если даже получишь, надо всегда говорить правду. Он был настоящим патриотом и мужчиной. Так же, как бы он и своих родителей любил, и семью, соответственно, делал все для них. Решился он на это как бы сам, и никто его не заставлял. Он от меня это скрывал до последнего момента, пока не оказался в Ростове, и мне не позвонил. Над его домом часто парит сокол, такой же сильный и смелый, как наш герой. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Елабужский район. В Нижнекамске сегодня прошла встреча с мобилизованными. Они приехали в краткосрочный отпуск. С бойцами встретился заместитель руководителя исполкома Артур Салахов. Говорили как о службе, так и о личном. Приходит ли вовремя финансовое обеспечение, что еще нужно из гуманитарной помощи, есть ли необходимость в дополнительном медобследовании. Мобилизованные нижнекамцы рассказали, им нужны стоматологические услуги. Все просьбы бойцов взяли на контроль. В места службы военнослужащие отправятся в конце августа.
Если вы собираетесь гуманитаркой отправлять одежду, отправляйте максимально легкую. Потому что она вся в глине потом топится. Она один раз пошел, выкинул, ее не отстираешь. Художники, музыканты и танцоры со всего Татарстана соберутся в селе Вахитово Кукмарского района. Здесь 23 августа откроется арт-резиденция и к селу, и к городу. Участие примет молодежь до 35 лет. Это площадка, где ребята представят свои работы традиционного искусства в новых формах, более притягательных для современной молодежи. Кроме того, смогут обменяться опытом и навыками. В этом году акцент фестиваля на национальные культуры и единство народов. Заявки на участие принимают в социальных сетях арт-резиденции до 15 августа. Цель проекта – показать ребятам, в селе можно не только жить и работать, но и развиваться творчески. Сблизить город и село, молодежь городскую, сельскую, креативную, инициативную молодежь собрать, так скажем, вот в этот некий творческий лагерь, чтобы они какие-то совместные проекты разрабатывали, учились у кураторов и наставников, и потом вот эти наши молодые люди, талантливые, они бы принесли что-то новое в нашу культурную жизнь. То есть в Казань приехали железные люди со всей страны. Сегодня в столице республики стартовали соревнования по триатлону. В течение 2 дней атлетам предстоит преодолеть полужелезную дистанцию – вплавь, на велосипеде и бегом. Всего больше 100 километров. В состязаниях участвуют 900 человек из 20 регионов России. Об испытаниях жарой, ветром и водой. Рамиль Галиуллин. Казанский триатлон по праву можно назвать одним из самых зрелищных и красивых соревнований. Старты проходят в акватории Казанки, в самом центре города, на живописном месте, около центра Семи Казан. Гудок и первый рывок. Так масштабно в Казани стартовали железные люди со всей страны. Только вплавь им нужно преодолеть 2 морские мили. Для Павла Долголаптева это 2-й триатлон. Ждал с нетерпением. Я плавал июль каждый день практически, но такие расстояния не преодолевал. Максимум 2 километра на тренировках плавал, больше 2 не получалось никак, ни по времени, ни по возможностям. А здесь, видимо, адреналин, открытая вода, это не бассейн, виды, здесь как-то само собой дает все стимул, адреналин, поэтому, можно сказать, на одном дыхании проплыл. Здесь нет никаких гендерных ограничений. Дистанция одинакова как для мужчин, так и для женщин. Для Анны Гарькиной вода уже давно стала родной стихией. Девушка – инструктор по дайвингу. Я даже не гонюсь там за какими-то победными местами. Просто плаваю для себя. Первый раз мне очень понравилось. Буду участвовать еще. На трассе спортсмены и любители. Заключительное соревнование сегодня – свимран. Круговая гонка на 3 или 6 километров в воде и на суше. Без транзитных зон и смены амуниции. В чем плыл, в том и побежал. Дистанцию в 3 километра быстрее всех одолела Елизавета Саутеева из Москвы. Одежду самое легкое, что найдешь в гардеробе, в том и бежишь. Купальники неудобно для меня, поэтому бегу в велосипедках. Как дополнительное испытание для участников – погода. Столбики термометров сегодня поднялись выше 30 градусов. На трассе дежурит бригада скорой помощи. Из-за жары переход в воду и обратно может вызвать спазм, поэтому мы дежурим на финише, смотрим, как участники доплыли, все ли у них хорошо, нет ли каких-то проблем с дыханием. За 2 дня на забеге в Казани выйдут 900 атлетов из 20 регионов России. У нас такой классный большой уикенд спортивный, где абсолютно там разноподготовленные люди, неважно, бегаешь, ты плаваешь или полностью готов делать триатлон, ты можешь прийти и поучаствовать. Получается, что можешь поучаствовать всей семьей. То есть, например, я не знаю, жена плавает, ребенок бегает, и папа завтра делает триатлон. Завтра участников ждет самая сложная дистанция триатлона – спринт. 2 километра в воде, 90 километров на велосипеде и 21 бегом. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Для тех, кто ценит время, деньги и стиль в сочетании с качеством, в торговом центре «Мега» открылся новый магазин одежды Just Clothes. Российский бренд предлагает модную, комфортную одежду по доступным ценам. Если вы не готовы тратить время на поход в десятки разных магазинов, чтобы собрать капсулу базового гардероба, а также инвестируете в качественные вещи, тогда новый магазин Just Clothes – то, что вам нужно. Здесь покупатели смогут подобрать гардероб на каждый день от футболок и нижнего белья до всех типов верхней одежды, трикотажа, спортивных костюмов, а также аксессуаров, которыми можно дополнить образ. Первые 4 магазина бренда ранее открылись в Москве и Санкт-Петербурге, теперь в этом списке и Казань. Казань – это
полноценный лидер среди городов России. Люди одеты с очень большим вкусом, он приятен, элегантен, подлинная красота, которая вот присутствует в такой центральной, основательной части России. И, наверное, это и сила, и вызов нам, это большая работа над собой, чтобы представить ту коллекцию одежды, как я сказал, и стильной, и удобной, и комфортной. Одежда Just Clothes произведена на фабриках мировых производителей с многолетним опытом. Она функциональная и с богатой палитрой цветов. Уже в день открытия бренд завоевал сердца татарстанских ценителей моды, стиля и комфорта. Что купили себе? Спортивный костюм. Качество и цвет понравился. Теперь надо привезти ребенка и мужа. Философия бренда Just Clothes – шопинг – это не образ жизни, а необходимость, на которую не стоит тратить много времени, так как в жизни есть масса других вещей – семья, друзья, работа, хобби, путешествия. Поэтому в одном магазине вы можете подобрать себе базовый гардероб на все случаи жизни. Слоган Just Clothes – свой взгляд на вещи. Он в полной мере отражает сам бренд. Одежда Just Clothes создана для жизни. Она отличается удобством и долговечностью. Для современной аудитории с высоким ритмом жизни Just Clothes, помимо офлайн-площадки в Меге Казань, запустил интернет-магазин, где можно заказать и купить одежду бренда. Магазин Just Clothes открылся в торговом центре Мега. Мы приглашаем вас к нам за покупками. Это все новости на сегодня. Сейчас прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. До встречи.